Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудити», я ее ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в гостях победители всероссийского конкурса классных руководителей, финалисты проекта «Лидеры в образовании», директор Агиштинской школы Гуну Алимсултанов и заместитель директора образовательного центра «Квант» Гилани Кагирманов. Гилани, расскажите, что из себя вообще представляет этот конкурс? Всероссийский форум классных руководителей в этом году проходит уже второй раз. Проходит 3 этапа. Первый этап – это тестирование, второй этап – это решение различных кейсов, то есть тренажеры, реальные задачи нужно решать. И третий этап – это уже видеовизитка, ты снимаешь видеовизитку про воспитание, про работу классного руководителя. И дальше уже очный этап, который проходит в Москве. На очном этапе уже ты можешь посетить различные мастер-классы ведущих экспертов нашей страны. Это знакомство с самыми лучшими классными руководителями нашей страны и, соответственно, возможность пообщаться с министром просвещения. Гилани, я еще говорил, что вы финалисты проекта «Лидеры в образовании». Расскажите немного про это. Проект «Лидеры образования» – это республиканский проект, существует уже 3-й год. В этом году был уже выпуск 3-го сезона. Мы являемся финалистами 2-го сезона этого проекта. Там в основном готовят управленцев в сфере образования. Это своего рода сообщество из 90 человек. В сегодняшний день уже нас 90+, которые заинтересованы в развитии и становлении образования в Чеченской Республике. На протяжении 6 месяцев в проекте мы обучаемся по различным методикам, по различным курсам, и мы также проходим стажировку в различных регионах нашей страны именно в сфере образования. Хорошо, давайте мы перейдем к игре, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выбираете? Так, право на ошибку, наверное. Право на ошибку. И вторая подсказка? Звонок другу. Навряд ли это поможет. Рискнем 50 на 50, чем? Ну давайте звонок другу. Право на ошибку и звонок другу. Хорошо, и первый вопрос звучит так. Какое поселение называют древним городом стражников? Вилах, Галанчош, Шали, Хой. Так, древний город. Получается, Ну, скорее всего, это Хой, потому что он был основан более 3000 лет назад, если мне память не изменяет. И там есть вот эти башни стражников. Скорее всего, это Хой. Да, Ответ Д. Да, Хой. Ответ принят. Хой – одно из древнейших поселений чеченцев. Название происходит от чеченского слова «хо» – дозор, стража. А Хой – поселение стражников. Абсолютно верный ответ. И это не случайно. Поселение находилось на древней торговой дороге, Великом Шелковом пути. Второй вопрос. В присутствии кого мужчины не имели права драться? Брата, сына, соседа, женщины? Женщины, получается. Да, женщины. Халхой. Шундар, когда девушка бросала платок. Д. Ответ Д. Чеченцы, воспитанные в духе строгой морали, всегда отличались сдержанным отношением к женщине. Любое мщение, наказание, убийство не могло происходить при женщине. Более того, бросив с головы платок, она могла остановить любое кровомещение. Также в присутствии женщины не допускалось драться. Абсолютно верный ответ. Где на башне устраивались машикули? Машикули всегда устраивали над дверью. Традиционно машикули устраивали в сторону восхода солнца. Машикули всегда устраивали в сторону захода солнца. Машикули устраивали в сторону открытой местности. Так, что такое вообще машикуль? Без понятия. Так, если вы видели, на башнях есть такой балкончик на самом верху. Все понял. Это на самом деле не совсем-то и балкончик, поскольку там нет дна. И вообще это у него военное предназначение. Мне кажется, что это машкули всегда устраивали над дверью. Да, потому что предназначение машикули это было военное предназначение. Да, против вражеское.
И устраивать в сторону восхода солнца нелогично, в сторону захода солнца тоже это нелогично. Мы выбираем А. Ответ А. Давайте А, скорее всего. Ответ принят. Мощекули всегда устраивали над дверным проемом для того, чтобы исключить возможность приближения к двери противника с целью поджога. Дверной проем был всегда довольно узким и низким. Он обычно располагался с более недоступной стороны, что значительно усложняло применение стенобитного орудия. Кроме того, с внешней стороны дверной проем был значительно уже, чем с внутренней, и тем самым прикрывал края двери. Очень часто устраивали потайной подземный выход из башни, по которому защитники при необходимости могли выйти в относительно безопасное для себя место. Четвертый вопрос. Как чеченцы в старину лечили растяжение сухожилий? Яйцо ястреба жарилось до получения из него масла и натиралось им поврежденное место. Поврежденное место натиралось кусками курдюка. Оборачивали поврежденное место шкурой свежеубитого животного. Сыпали золу на поврежденное место. Так, интересный Вариант вопрос. А, это слишком Так, яйцо так, ястреба. Мне кажется, до это получения С. ему. Я что-то типа того помню, что оборачивали именно поврежденное место шкурой свежеубитого животного. Там, мне кажется, это С. Как ты думаешь? Так, Согласен? надо подумать, хорошенько. Поврежденное место натиралось кусками курдюка, Даже элементарно сыпали анлехчи, золу ой, на поврежденное лило место. шукуш. Так. Не знаю даже. Яйцо ястреба брали вначале поврежденное место шкурой свежеубитого животного. Сыпали золу. Может, право на ошибку? Давайте право на ошибку. И ваш первый ответ какой? Давайте С. Ответ С принят. В случае растяжения сухожилия жарилось яйцо ястреба до получения из него масла и натиралось им поврежденное место. Это неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. Вот шкуру свежеубитого животного использовались, например, при рахите. Туда оборачивали детей. Будем знать. Пятый вопрос. Когда появилось первое образовательное учреждение в Грозном? В 1951 году, в 1863 году, в 1874 году, в 1893 году. Так. Смотри, в 1869 году крепость Грозный переименовали в город Грозный. Да. Тогда это будет ближе к этому времени. Да, соответственно, там до этого Своего рода революция в сфере образования. Если появляется новое первое образовательное учреждение в Грозном. Тогда получается... да, 1863 году. до преобразования в город там были какие-то процессы происходили, вот, соответственно. Б. Ответ 1860. Б. Ответ принят. 8 ноября 1863 года учреждается Чеченская горская школа в Грозном. Это абсолютно верный ответ, в которой также обучались дети разных национальностей и различного вероисповедания. В Грозинской школе функционировала мастерская, содержащаяся на доходы от продаж ученических изделий. Детей обучали мастерству, садоводства и овощеводства. Следующий вопрос. В каком возрасте впервые надевали черкеску? 7-8 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет. В каком возрасте впервые надевали черкеску? Смотри, 13-14 лет. 7-8 сразу исключаем. Отпадает, Да. скорее всего, 10-12 лет, если мне память не изменяет. 10-12 лет шили вот эту черкеску детям. Случайно 13-14 лет. По-моему, 10-12 лет. Давай тогда рискнем. Давайте Б. Так, ответ Б. Черкеску впервые шили подростку в 10-12 лет. Это абсолютно верный ответ. В крестьянской среде черкеску шили, как правило, на вырост. На положение в обществе указывали качество ткани и ее отделка. Цвет черкески определялся цветом использования шерсти и мог быть серым, коричневым, бурым, черным, бежевым или белым.
Черкеска была праздничная одежда и имелась не у каждого горца. Ее надевали, когда шли на свадьбу, вечеринку, в мечети, общественные места. При выезде за пределы села костюм дополнялся обувкой и башлыком. 7-й вопрос. Сколько старейшин входило в состав суда страны? 6, 9, 12, 18. Так, сколько старейшин входило в состав суда? Мехкел. Так, Мехкел – это место, где решались жизненно важные вопросы войны и мира. То есть там собирались старейшины со всех сел. Так, количество. Вот 9 или 12. Вот. Мне кажется, 12. Давай 12. Давайте 12. Ответ С. Да. Суд страны – это верховный орган судебной власти. Считается, что Мехкел как высшую инстанцию по разбору административно-уголовных дел и вопросов конституционного характера обращались не только чеченцы, но и соседние народы. И суд состоял из 12 старейшин. Это абсолютно верный ответ. Да. И 8-й вопрос. Назовите первую чеченскую писательницу. Марьям Исаева, Раиса Ахматова, Лула Жумалаева, Селима Курумова. Раиса Ахматова. Кроме нее, других просто не знаю. Кроме нее никого не знаю. Давайте Б. Раиса Ахматова. Б. Раиса Ахматова. Это окончательный ответ? Да. Ответ принят. Марьям Исаева, поэт, одна из первых женщин-писателей, стоявших у истоков чеченской литературы. Автор ряда школьных учебников и хрестоматий. Помимо этого, адаптировала русскую литературу на чеченский язык. Это член Союза писателей СССР. Немножко неверный ответ. Но 8-й вопрос – это отличный результат. Не хочу говорить, что вы проиграли, поскольку дойти до 8-го вопроса – это тоже своего рода достижение. Но главное, что вы победители всероссийского конкурса классных руководителей. Да, Быть в своем направлении профессионалами – это важнее. Да. Ну, во-первых, спасибо вам, что нас пригласили сюда. Нам очень понравилось, особенно тематика вопросов, знание традиций, культуры чеченского народа, особенно в год чеченского языка. Это очень актуальная тема. Вот узнали, что Марьям Исаева является первой писательницей, поэтессой. Прогресс есть уже. Есть над чем работать. Клане Гуно ДЛС очень важно. Я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Был рад с вами поиграть в эту игру. ДЛС Даля Бертюэл. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудити». Я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адюкел Маршойл.